Добрый день, агентство Бенкоми, газета «Молодежь Север». Скажите, пожалуйста, Вячеслав Михайлович, на ваш взгляд, почему такое по итогам голосования различие в городах и районах? В сельских районах люди больше доверяют Путину, как выяснилось, нежели в городах и, в частности, в том же Сыктывкаре. В Сыктывкаре более демократичная публика или в селе более консервативная? Ну, я вообще не считаю, на самом деле, что есть какая-то прямая зависимость вот в том, какая поддержка оказана Владимиру Владимировичу там, на селе или в городе. Если говорить конкретно о Сыктывкаре, то с моей точки зрения это как раз объяснимо, что здесь, может быть, вот этот процент поддержки чуть ниже, чем в целом по республике, просто потому что это столичный город. И здесь вот этот вот как бы подход людей, проживающих в столичном городе, он всегда более, скажем, даже не оппозиционен, да, а более такой требовательный, что ли, к власти в целом и в отношении там, к лидеру этой власти в частности. Ведь не секрет, собственно, если посмотреть итоги выборов в целом в стране, то единственное место, где, собственно, там ниже 50% получил Владимир Владимирович, это Москва, столица. Потому что даже Питер, при всей, так сказать, его активной вовлеченности там, после декабрьских выборов, вот эти протесты несистемной оппозиции, тем не менее, почти 60% уровень поддержки. Поэтому я считаю, это такой в большей степени специфика именно столичных городов. И она объяснима в том числе и с точки зрения того, что в столичных городах сосредоточена просто определенная прослойка там, голосующих с более высоким уровнем запросов по отношению к власти и требованиям к ним. Вот, собственно, наверное, поэтому такой результат. То есть результаты голосования в том же Сыктывкаре, где больше людей за Прохорова, нельзя считать таким тревожным звоночком для вас, как для члена партии «Единая Россия», неким таким синдромом усталости от действующей федеральной власти? Нет, я бы так вот не сформулировал. Для себя вопрос. Понимаете, с точки зрения того, что Прохоров, вот как кандидат, получил, ну, опять же, более высокую там, оценку, может быть, даже чем другие представители, да, конкурентов, скажем так, по отношению к Владимиру Владимировичу, это тоже как бы объяснимая вещь. Почему? Потому что, ну опять же, если говорим о Сыктывкаре или там вообще о городской аудитории, ведь у Прохорова совершенно определенная, опять же, прослойка тех людей, на которую ориентирована была его программа, его там, ценности, которые он декларировал и так далее. Это все-таки в большей степени городская прослойка. Это интеллигенция. Это определенный уровень там, выше среднего класса и так далее. Конечно, она сегодня сосредоточена в большей степени именно здесь. Потом те методы доведения, что ли, своей платформы, своей информации, вообще общения со своими избирателями, которые присущи команде Прохорова, они же в большей степени, опять же, ориентированы были на современные каналы информации. Тот же интернет, те же технические там, средства связи, которые на самом деле, опять же, чего греха таить, больше сегодня распространены в городах. И чем крупнее город, тем больше этих возможностей. Потому что глубинка еще сегодня не обладает такими способностями. Да? Поэтому вот отражение вот всей совокупности таких нюансов, что ли, да, построения предвыборной работы со стороны штаба Прохорова дал такой вот результат именно, может быть, в Сыктывкаре. Если в целом просто говорить, там, вот оценивать этот старт, то я бы сказал, что я бы его назвал впечатляющим для начинающего вот, политика, но новичок, что там говорить о политике, он впечатляет. Высоким, вот как говорят, ну, наверное, вряд ли его можно назвать. Но в целом по республике это меньше 10%.
вот как стартовый, да, высок. То есть это говорит о том, что потенциал, как у нового политика, как у лица абсолютно нового, а на это есть запрос общества, это тоже понятно, и никто этого не скрывал. Этот потенциал велик. А вот как он будет реализован в дальнейшем, покажет жизнь. То есть старт хороший, главное, чтобы он как бы не был фальстартом. По северо-западу Коми набрала высокий процент. Вот. И по Жарке, и по... Да, Да. по всем показателям. Скажите, а вот вам, как главе республики, проще будет с таким результатом выбивать деньги на различные республиканские программы, в том числе там, на условиях софинансирования? Или помогают в первую очередь тем, где недовольство властью ярче выражено? Ну, я Где думаю, хуже что процент, значит, куда надо дать? процесс вообще взаимодействия с федеральным центром по возможности участия в программах и по выделению дополнительных средств на решение наших проблем, он ведь в большей степени зависит от системно построенной работы, да, от умения договариваться, находить компромисс, доказывать свою позицию. В этом смысле вот результаты выборов в республике, они, конечно, помогут нам в этой работе, но помогут с точки зрения чего? Что если уже республика показывает, что она согласна с решением и с методами решения тех вопросов, которые стоят в стране, и в первую очередь в республике, потому что, конечно, жители республики в первую очередь это интересует. С тем подходом, который Владимир Владимирович, как глава правительства, ну и теперь уже новый президент реализует, то, конечно, от федерального правительства, от нового президента мы ожидаем, что эта поддержка, она должна иметь свое развитие на тех территориях, где, собственно, эта поддержка существует. И жизнь показывает, что вот такая обратная связь, что ли, или обратная реакция федерального центра в этом смысле, конечно, есть. Конечно. Но и я считаю, что это не просто справедливо, это и эффективно. То есть поддерживать аутсайдеров, это, их вообще не должно быть, да? Но в первую очередь, конечно, необходимо оказывать поддержку тем, кто является лидером, потому что это дает возможность, развиваясь им более эффективно, в том числе давать всему государству в целом дополнительный ресурс, чтобы можно было поддерживать тех, кто сегодня слабее. Поэтому такое понимание в федеральном центре на самом деле есть. Я надеюсь, что результаты выборов нам в этом смысле помогут. Вячеслав Михайлович, ожидали вы такого результата, что в Коми будет даже выше поддержка Путину, чем в целом по России? Среднероссийский уровень. Да. Ну, если честно сказать, что на именно такой процент я не рассчитывал. Я был уверен, на самом деле, что он там более 55% будет. Ну, это просто вся социология говорила. И кто бы там что ни сочинял, это факт. Ну, это, собственно, даже признали те кандидаты, которые, в общем-то, после окончания выборов оглашали, да, свои прогнозы, уже как бы сложившиеся. Но что вот именно такой процент сложится, нет, это было для меня, в общем-то, с одной стороны, таким приятным открытием, что ли, да, или удивлением, а с другой стороны, лишний раз вот для меня, как именно уже как для главы республики, подчеркнуло, что все-таки, еще раз, да, те цели, задачи, которые мы ставим, федеральный центр вместе с нами, по развитию северных территорий, по развитию, конкретно нашей республики, они верны. Люди, соответственно, с ними не просто согласны, они их поддерживают. Да, люди абсолютно справедливо ставят вопросы о том, что какие-то проблемные задачи, вопросы необходимо решать либо более быстро, либо более эффективно, либо в том числе и есть уверенность в том, что какие-то новые лица могут придать дополнительный импульс, да, этой работе. Все это так, но в целом стратегически. Вот страна, жители страны и республики еще раз показали, что общество
вот с позиционированием стратегически согласны. Есть вопросы к инструментам, да, и к тактическим приемам реализации этих задач. Но в целом со стратегией согласен. И это самое главное. Вот то, что общество показало себя именно консолидированным, несмотря на там, противоречия во взглядах, в формах решения, но в целом консолидация общества есть. Система оказалась устойчивой, кто бы чего и как бы не пытался ее расшатать. Вот это самый главный итог выбора. Кроме результата, Владимир Владимирович, было ли что-то, что вас удивило, может быть, приятно или неприятно вот, в ходе выборов, в ходе предвыборной кампании? Вот если в целом сказать, ничего нового, что может быть вот кардинально, да, ну, наверное, я не увидел. Из того, что вот удивило, это, наверное, то, что неприятно удивило. Это вот то обилие, ну, как сказать, сейчас есть такое выражение, чернухи, да, выражаясь там обычным уличным языком, помоев, которые были в колоссальном объеме, вылиты в первую очередь через интернет. И понятно, что в первую очередь на одного кандидата, Владимира Владимировича. Причем вот этот уровень чернухи, он уже опустился там, в последнее время до какого-то там физиологического уровня. Вот, но это, я считаю, просто категорически недопустимо, ничего общего не имеет с вопросами вот, какой-то политической борьбы, да, там, борьбы взглядов и так далее. Ведь выборы — это в первую очередь площадка обсуждения в обществе, да, целей, задач, способов решения и так далее, тех, которые обществу важны. Но когда начинает сваливаться определенная группа людей вот в такое поливание помоями кого-то из кандидатов, на самом деле это говорит только об одном, что по-серьезному предложить-то людям нечего, да? То есть они уходят от дискуссий, они, опускаясь в вот такое животное, так сказать, сведение счетов, да, они вызывают только отторжение. И по большому счету я считаю, что во многом поведение несистемной оппозиции как раз и способствовало тому, что в целом в России вот результат выборов именно таков. И что процент поддержки Владимира Владимировича так высок именно и потому, что вот методы и действия несистемной оппозиции, они определенную часть людей, ну, скажем так, думающих, да, они все-таки оттолкнули. То есть произошел обратный эффект? Конечно, конечно. И это очевидно. Ну, для меня это точно. Да и не только для меня, собственно. Я же не в безвоздушном пространстве живу. Также общаюсь с людьми, и знакомыми, и родными и так далее. То есть, это факт. Вот это неприятно удивило. А в целом ничего кардинально нового я, собственно, не увидел. По большому счету, даже распределение, в общем-то, и в республике, и в стране в целом, вот этой процентовки по кандидатам, вот я себе примерно так все и представлял. Он абсолютно ложится в здравый смысл, потому что, говорю, и Прохоров объясним, и то, что у Зюганова там традиционный процент он свой взял, то, что у «Справедливой России», сказать, этот процент присел, тоже объяснимо, потому что это в большей степени трансформировалось в поддержку Прохорова и так далее. То есть с точки зрения, ну, там, не знаю, просто даже не социологии, а подхода какой-то математической, что ли, оценки, да, системной, все как раз сложилось так, как оно по большому счету было очевидно. Ну и в том числе и по, может быть, результатам выборов декабрьских. Ну и выводов, которые были всеми сделаны, да, в том числе и основным кандидатом по итогам декабрьских выборов. То есть фигура Прохорова была Единой России выгодна. Он отщипнул у всех других кандидатов, но не смог отобрать нисколько у Единой России. Я не думаю, что
таким образом, вот сейчас, во-первых, мы говорим о том, что... Получается, что так. Нет, секундочку. Мы говорим сейчас о том, что спорили на этих выборах не идеология или платформа «Единая Россия» и там Прохорова, как человека, который сегодня какую-то новую правую партию провозгласил, что будет создавать. Мы говорим о том, что кандидат, которого зовут Владимир Владимирович Путин, который опирался сегодня на более широкое понятие вот, общественного такой платформы, которая называется Общенародный фронт. И, соответственно, очень многое в тех позициях, которые тот Общенародный фронт принес, даже в программу его действий, да, как кандидата в президенты, он оказался наиболее востребованным обществом. И здесь и уже, так сказать, борьба, что ли, подходов, взглядов в более широком смысле. Не единая, не как партия, там Единая Россия и какая-то правая партия, а именно как кандидат в президенты. Двух, опирающихся каждый на свое вот, общественное, ну, не знаю, ячейку, что ли, да, или платформу. И я считаю, что это абсолютно правильно был нащупан ход, потому что и у нас, в первую очередь, вот это сыграло именно потому, что основную часть работы на себя взял, ну, знаете, что в большей степени вот административный, что ли, аппарат, да, административный, вот сейчас не был задействован. Это было задействовано как раз там, штаб на базе Общенародного фронта, у нас его Игорь Леонидович Шпектор возглавлял, ему, так сказать, отдельное спасибо вот за то, что он как профессионал выстроил очень эффективную работу, не только свою, но и всех, так сказать, доверенных лиц, кто в этом участвовал. Было больше 200, почти 240 встреч проведено с людьми, вот этими доверенными лицами. И вот жизнь показала, что это абсолютно правильный подход. Когда не чиновники, а когда те люди, которые обладают определенным авторитетом в обществе, идут и рассказывают людям, что на самом деле делает власть и собирается делать общедоступным языком. И не, там, даже не в громадных коллективах, да, а вот начиная от маленьких и кончая внутри коллективов с определенными просто, вот, ну, я не знаю, группами людей, которые являются лидерами общественного мнения, которые способны воспринять и донести информацию. И вот жизнь показала, что это самая эффективная работа по разъяснению позиций, ну, в данном случае, власти, которую необходимо было людям донести. И вот этот обратный эффект мы увидели. И я считаю, что и в будущем, конечно, мы будем, проанализировав всю эту работу, усиливать именно такое направление вот, информационного, что ли, взаимодействия с обществом, как наиболее эффективно на сегодняшний день. Ну, жизнь покажет еще что дополнительно. Статьи доносились, мысли, которые были изложены в статьях Путина. Вот. А нет опасений, там было от житников, решение жилищных, много чего. Что это сейчас тихонечко, ведь люди голосовали за это в том числе за эти обещания, что это все ляжет тяжелым временем на регионы. Ну, Россия в целом состоит из регионов. Россия-то и есть совокупность регионов. И в любом случае нужно понимать, что какую бы задачу там, в России не ставили в целом, она так или иначе будет решаться всегда на уровне регионов. А каким еще образом она может действовать? Другое дело, что те задачи, которые вот, были поставлены не только в вот этих программных статьях, но вообще в программе действий, да, предполагаемого будущего правительства нового, они имеют все общефедеральное значение, вы заметите, там нет каких-то локальных вещей. Вот что очень важно, что те проблемы, которые выделяются, они очень важны для государства в целом и имеют такое вот ну, абсолютно одинаково важное значение для людей, неважно где проживающих, на Камчатке или в Калининграде. Поэтому не может здесь быть ситуации, когда федеральный центр, условно говоря,
примет решение, что ну вот, все, скидываю туда, то, что мы обещали, и вы там крутитесь. Ничего подобного. Это просто невозможно технологически. Другое дело, что для того, чтобы все это реализовать в столь достаточно жесткие сроки, потому что сроки-то там ведь тоже обговаривают, необходимо, конечно, усилия, опять же, всего государства в целом. Необходимо, может быть, где-то, а это тоже сказано, вот, пересматривать приоритеты, ставить, так сказать, ну, может быть, там, как в шахматах, да, по-другому фигуры, ресурсы и так далее. Но ничего неисполнимого, вот в принципе, из того, что было сказано вот в этих статьях, я не вижу. То есть если засучить рукава, если правильно расставить приоритеты и объединить весь государственный ресурс, будет тяжело, но это исполнимо. И все. И вообще, кстати говоря, может быть, просто не все на это обратили внимание, а буквально накануне уже выборов несколько центров провело подсчет независимый, да, вот тех обещаний, которые кандидаты в президенты, значит, если их посчитать в деньгах, вывалили на своих избирателей. Я не знаю, знакомы вы или нет с этими расчетами. Так вот, оказалось, что значит, по скромности, что ли, обещаний, это Прохоров на первом месте, но он практически с Владимиром Владимировичем на одной полочке. Все остальные в десятки раз больше наобещали. То есть это как раз и говорит о том, что Путин-то достаточно трезво относился к тому, что обещал. И в том числе, как вышло должностное лицо, там, как бывший президент и как председатель правительства сегодня, обладающий всем спектром вот, информации, знаний о сегодняшнем состоянии и экономики, и финансов государства и так далее. Те вещи, которые он там ставил как задачи, объяснял, он это делал с полной ответственностью. Вот. Многие другие кандидаты, что, кстати, удивило, но не то, что неприятно или там приятно, просто удивило, ну, совершенно другим образом поступали. Вот это называется просто болтовня безответственная, вот и все. То есть любой, кто понимает, что стоит в виде денег за такого рода обещаниями, уже на этом этапе понимал, что это просто болтовня. Все. Популизм. Михайлович, не труднее ли будет ли вам сейчас, как проводнику идеи президента региона, все-таки приложить больше усилий, чтобы эти обещания предвыборные выполнить? А я считаю, что это абсолютно правильная задача, в том числе и по усилению вообще работы аппаратов на местах. И меня в том числе, как высшего должностного лица республики. Потому что если мы все вместе это не поймем, что нужно, в общем-то, еще больше, да, включиться в эту работу, то ничего и не будет. Я всегда это говорю, я же не скрывал. Никакой добрый дядя за нас ничего не сделает. Это сделать можем только мы сами, объединившись, поставив цели, и каждый на своем участке, понимая, что вот он, как маленький пусть винтик, но от которого очень много зависит, если он вылетит, да, тоже должен приложить свои усилия. С меня спрос больше, чем с маленького винтика, потому что я все-таки отвечаю там, за слаженную работу целого механизма, который называется там, экономикой республики, ее там, государственным устройством. Но это нормально. И это как раз и говорил об этом Владимир Владимирович. Нужно усиливать спрос с государственного аппарата, с эффективностью его работы. Надо менять все подходы. В этом-то я его категорически поддерживаю. Главное, чтобы это, как это сказать, было по всей лестнице сделано. Да? Начиная от федерального центра и кончая последним чиновником в поселении. Вот тогда да.